Добрый вечер, я Валет Генаев, приветствую всех зрителей на телеканале Грозный. В эфире очередной выпуск программы «Чечен-Инфо». А это значит, что в течение ближайшего часа команда нашего телепроекта представит вашему вниманию обзор прошедшей недели. Особенность этого выпуска в том, что он выходит накануне двух больших праздников – Дня чеченской женщины и праздника Ураза-Байрам. И поэтому именно эти две темы сегодня будут лейтмотивом программы, и мы постараемся даже в рамках новостей создать предпраздничное настроение. Полагаю, что вы не забыли о том, что по жанру это общественно-политический телевизионный журнал, который сверстан из репортажей корреспондентов по следам событий уходящей недели. Итак, в течение ближайшего часа вы узнаете о наиболее значимых событиях в общественно-политической жизни Чеченской Республики, узнаете, что пишем мы и что пишут о нас в глобальной сети интернет, а также сумеете проинспектировать историю Чеченской Республики в зеркале времени и узнаете некоторые подробности из жизни чеченской Эдит Пиаф Мариам Айдамировой, которая царствовала на нашей сцене почти полвека. Да, ее называли Эдит Пиаф и не иначе. Как и голос знаменитой француженки, ее голос давал людям покой и умиротворение, вселял уверенность в завтрашнем дне. Прежде чем приступить к просмотру программы, как и всегда, напомню, команда информационного канала уверяет, что новости это вполне интересно, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра! Сегодня в программе Рамзан Кадыров призвал чеченскую молодежь бороться с религиозным экстремизмом. Чемпионом мира по боксу впервые стал чеченец. В Грозном определили роль женщины в борьбе с терроризмом. Об этом и многом другом в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Похоже, что Грозный все-таки вполне имеет все объективные предпосылки для того, чтобы в ближайшем будущем стать мусульманским центром России. Насколько это реально и насколько такие прогнозы обоснованы? Об этом в рубрике Digest Info размышляет Тагир Салаханов. На Польшу обрушилась волна беженцев из Грузии. Крупнейший оператор спутниковой связи интернет «Радуга» появился и в Чеченской Республике. Чеченский умелец инициировал революцию в автопроме. Об этом и не только в еженедельной рубрике интернет-новостей минувшей недели. Какая она роль чеченской женщины в развитии нашего общества? Об этом в еженедельной рубрике «Тема инфо» размышляет Магомед Нухаев. Хронология памятных дат второй половины сентября в зеркале времени и в нашей постоянной рубрике «Хронограф инфо». Рубрика «Жизнь замечательных людей» о выдающейся чеченской исполнительнице Мариам Айдамировой, чеченской Эдит Пиаф, той самой Мариам, которая царствовала на чеченской сцене почти полвека. Все. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, наш топ из 10 наиболее ярких событий прошедшей недели. На этой неделе в десятку новостей попали новость о том, что Рамзан Кадыров призвал чеченскую молодежь бороться с религиозным экстремизмом, новость о том, что чемпионом мира по боксу впервые стал чеченец, что в Грозном определили роль женщины в борьбе с терроризмом и что Грозненский суд все-таки определил место жительства Дэни Байсарова. Об этом и многом другом в экспресс-обзоре моего коллеги Рустама Мугаева. В эти дни в Чеченской Республике пройдут торжественные празднования Дня чеченской женщины и отметят традиционное завершение священного месяца Рамадан, праздник Ураза-Байрам. Вопросы подготовки к торжествам на неделе обсудили президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и премьер-министр Республики Одесс Байсултанов. Кадыров отметил, что до наступления священного для мусульман праздника Ураза-Байрам необходимо закрыть существующие задолженности по зарплате, а также выплатить всем работающим текущую заработную плату. По его словам, в этот день всем малоимущим семьям республики будут преподнесены подарки, а над городом засверкает красочный салют. Рамзан Кадыров сообщил, что подписан указ об объявлении 21-22 сентября выходными днями. Глава республики также подчеркнул, что на высоком уровне должно пройти и празднование Дня чеченской женщины. День чеченской женщины должен стать для наших женщин таким же праздником, как 8 марта, сказал он. Во вторник Абу Сугаипов утвержден в должности заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра строительства Чеченской Республики. До этого момента он являлся министром жилищно-коммунального хозяйства республики. Как отметил глава региона Рамзан Кадыров, за то время, что Абу Сугаипов являлся исполняющим обязанности министра строительства, произошли заметные изменения на стройплощадках в республике. Увеличились темпы и качество строительных работ. На встрече с Абу Сугаиповым президент поздравил его с назначением на новые посты и пожелал успехов в предстоящей работе. Строительная сфера – это сложный участок для руководителя.
руководителя. Но у каждой проблемы есть свое решение, все зависит от человека. Рассчитываю на честный плодотворный труд и успехи в строительстве по восстановлению республики, сказал Рамзан Кадыров. Чеченский боксер Артур Бетербиев завоевал первое золото для сборной России на чемпионате мира по боксу, который прошел в Милане. Бетербиев выступал в весовой категории до 81 килограмма. Он одержал победу над представителем Узбекистана Элшодом Расуловым. Спортсмен из Чеченской Республики в ходе боя дважды отправил своего соперника в нокдаун, с каждым разом сокращая счет поединка. На последней минуте поединка Бетербиев вышел вперед со счетом 12-10. Финальный гонг зафиксировал его победу со счетом 13-10. По словам Бетербиева, он был уверен в своих силах и с узбекским боксером не отработал в полную силу. Вторым россиянином, кто завоевал золотую медаль в Милане, стал Егор Михонцев, весовая категория до 91 килограмма. Еще 4 россиянина в различных весовых категориях стали серебряными призерами чемпионата мира. Это Давид Айрапетян, Эдуард Абзалимов, Сергей Водопьянов и Андрей Замковой. В октябре состоится открытие комплекса административно-производственных зданий для таможенников Чеченской Республики, сообщает пресс-служба президента и правительства Чеченской Республики. Комплекс расположен на территории военного городка 46-й бригады внутренних войск. По словам заместителя генерального директора предприятия «Стройинвестиции» Мавлана Камаева, строительство идет с опережением графика. Ранее дата сдачи объекта называлась 31 декабря. В комплекс входит административное и кинологическое здание, гараж, склад временного хранения, котельная. Оборудована стоянка для задержанных автомобилей, площадки для занятия спортом. Сегодня строитель занят отделкой подвальных помещений. В середине мая 2007 года таможенная служба Чеченской Республики была реорганизована в таможенный пост путем присоединения к минераловодческой таможенной службе. Ее открытие в республике поможет ускорить приданию аэропорта Грозный статуса международного. 15 сентября Грозненский районный суд определил, что общий ребенок певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова будет жить с отцом. Конфликт вокруг 11-летнего Дени Байсарова возник после того, как он не вернулся к матери после летних каникул со своим отцом. Байсаров пояснил журналистам, что против намерения Орбакайте увезти Дени учиться в Америку, и потому подал иск в суд по месту прописки. В четверг же к разбирательству данного вопроса приступил Тверской суд Москвы, куда обратился с встречным иском Кристины Орбакайте, требуя не только вернуть ей ребенка, но и выплатить алименты. На первом заседании она предложила адвокату Байсарова Александру Добровинскому мировое соглашение, однако оно было отвергнуто. Следующее заседание Тверского суда может состояться в октябре. В Грозном прошла республиканская научно-практическая конференция «Роль женщины в чеченском обществе», посвященная Дню чеченской женщины. В работе форума приняли участие представители научной и творческой интеллигенции, администрация президента и правительства республики, парламента Чеченской Республики, общественные деятели и деятели культуры и истории. По итогам конференции ее участниками была принята резолюция, в которой отмечается важнейшая роль чеченской женщины в истории чеченского народа. Также в своей резолюции участники обращаются к Ассоциации женщин и другим общественным организациям республики с предложением о проведении повсеместно в республике акции «Нохчизуд Маслаатан Нана». В данном обращении говорится о том, что участники конференции уверены, что только матери, жены, сестры смогут повлиять на мужчин по тем или иным причинам, преступивших закон и вступивших в конфликт с обществом. 17 сентября в городе Сочи открылся трехдневный 8-й международный инвестиционный форум. В его работе принимает участие Чеченская Республика, которая представила 41 приоритетный инвестиционный проект. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 173 миллиарда рублей. Среди проектов строительство каскада ГЭС на реке Аргун, развитие перспективных направлений агропромышленного комплекса на базе Чечен Агрохолдинг, строительство газоперерабатывающего завода мощностью 500 миллионов кубометров в год, внедрение широкополосных беспроводных сетей ВИМАКС, а также строительство консервного завода в Грозном. В рамках форума чеченская делегация также презентовала рельефный макет каскада ГЭС по проекту использования гидроэнергетических ресурсов на реке Аргун, макет комплексной застройки жилого района площади Минутка и макет застройки набережной реки Сунжа в чеченской столице. Реализация проектов позволит создать свыше 23 тысяч рабочих мест. Представляет интересы Чеченской Республики на форуме председатель правительства Чеченской Республики Адеспай Султанов. 15 сентября в Шаройском районе прошли встречи молодежных организаций совместно с избиркомом республики по информированию избирателей о предстоящих 11 октября 2009 года муниципальных выборах в Чеченской Республике. Здесь проинформировали участников встречи о ходе подготовки к выборам, в частности, об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах и о начале периода предвыборной агитации кандидатов. Также участникам был представлен план мероприятий, проводимых молодежным парламентом и патриотическим клубом «Рамзан» в районе.
включающие в себя проведение благотворительных концертов и опросов избирателей с розыгрышем призов. Все участники встречи получили от организаторов печатные издания методического и информационно-разъяснительного характера о предстоящих выборах. Во исполнении решения заседания правительственной комиссии России по профилактике правонарушений в администрации Грозного состоялась встреча с детьми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. Собравшиеся говорили о практике внедрения института наставничества с закреплением за каждым молодым человеком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, персонального наставника из числа авторитетных, уважаемых жителей города и членов различных трудовых коллективов. Наставники добровольно принимают на себя обязанности по воспитанию и социализации подопечного в целях передачи старшим поколениям своего жизненного опыта и культуры знаний. Как отметил на встрече руководитель аппарата администрации города Адам Агахаджиев, кроме нас никто этого не сделает, и наша задача – помочь им в решении их проблем. Только в Грозном 56 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за которыми закреплены наставники из числа авторитетных и уважаемых жителей города. МЧС России продолжит расчищать сельхозугодья Чеченской Республики от взрывоопасных предметов. 17 сентября сводный отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска прибыл в Главное управление МЧС России по Чеченской Республике. Группа особого риска «Лидер» продолжит разминировать земель госхоза «Заря» Грозненского района. До 30 октября саперы намерены очистить более 60 гектаров земли. В апреле текущего года саперы МЧС России из группы «Лидер» разминировали в госхозе «Заря» более 40 гектаров пахотных земель. Как отметил заместитель начальника по антитеррористической деятельности Юрий Лебедев, всего на территории республики нуждается в разминировании более 16 тысяч гектаров земель, в том числе 6 тысяч гектаров пахотных земель. По данным региональной общественной организации «Ламан-Аз», от мин и неразорвавшихся снарядов пострадало 3114 человек. Мы продолжаем выпуск. Похоже, что Грозный все-таки вполне имеет все объективные предпосылки для того, чтобы в ближайшем будущем стать мусульманским центром России и составить конкуренцию Татарстану. Это отмечают и некоторые политики и публицисты. Такой статус официального Грозного не просто честь, но и большая ответственность. Получается, что слова президента Рамзана Кадырова о том, что, цитата, «Чечня – центр мира», не случайны. И в каком-то смысле в ближайшем будущем Грозный может вполне стать не только административным и общественно-политическим центром Чеченской Республики, но и одним из важных российских центров религии мира. Насколько это реально и насколько такие прогнозы обоснованы? Об этом в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет Тагир Салаханов. Вот и подошел к концу благословенный месяц Рамадан, месяц, ниспосланный Аллахом правоверным, как высшее благо, месяц, в который всем мусульманам следует держать пост, совершать благодеяния, проявлять заботу о слабых и обездоленных, укреплять свою веру. В чеченском обществе со времен принятия чеченцами ислама этот месяц всегда выдерживался как время всенародного праздника. Начало и окончание Рамадана были охарактеризованы праздничным настроем, особенно окончание. Эти 3 дня мусульмане ходят друг к другу, поздравляют с праздником и угощаются за обильными праздничными столами. Даже в самые тяжелые времена, будь то выселение 44-го или 2 кровопролитные войны новейшей истории, эта традиция сохранялась неизменно. Со всеми основаниями можно предполагать, что не будет она нарушена и на этот раз. Всегда, во все времена, в чеченском обществе на время Рамадана прекращались войны, раздоры, междоусобицы. Старейшины и авторитетные люди примиряли кровников. Ссора или, не дай бог, кровопролитие в этот месяц расценивались не иначе, как вызов обществу и даже вероотступничество. Люди, совершившие преступления в этот месяц, осуждались всенародно. Могло дойти до того, что семья преступника выселялась из родного села, а имя преступника проклиналось. К сожалению, эти традиции предков были забыты некоторыми. Теми, кто родился чеченцем, но, вступив в ряды ваххабитов, навсегда расписался под тем, что он не чеченец и не мусульманин. В этом году праздничные дни были омрачены подрывами террористов-смертников из числа последователей этой богопротивной секты. Аллах им судья. Вместе с тем было много и богобоязненных дел. Руководство республики предприняло немало усилий для того, чтобы помочь наиболее незащищенным слоям населения продуктами, финансами, направлением на отдых и лечение. Как говорится, сравните, что делает для людей власть и как же этих же людей убивают те, кто на эту власть претендует.
Также в этот месяц было немало сделано и для того, чтобы укрепить репутацию столицы Чеченской Республики как исламского центра Южного федерального округа. С уверенностью можно предполагать, что в ближайшее время Грозный станет главным исламским центром всей России. Что дает право на такие предположения? А вот что. Бытует мнение, что Казань является мусульманской столицей России. Действительно, до начала 21 века многие показатели Татарстана позволяли ей стать одним из наиболее вероятных претендентов на статус столицы российских мусульман. Однако события последних лет показывают, что в этом вопросе столица Татарстана наступает на пятки, и у нее есть довольно серьезные конкуренты. Мы рассмотрим вовсе не Москву, Уфу или Нижний Новгород, которые тоже претендуют на звание исламской столицы России, а присмотримся к главному городу Чеченской Республики Грозному. Однако при всей серьезности заявок Казани на этот статус никак нельзя не отметить следующее. Активизировавшаяся в последние годы столица Чеченской Республики в связи с открытием новой мечети сердца Чечни, созданием своего исламского университета и ряду проведенных мероприятий международного уровня по исламской тематике убедительно демонстрирует, что Грозный тоже стал претендовать на лидирующие позиции в этой сфере. Этому утверждению показательны, кстати, и последние предложения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по учреждению в России должности единого муфтия и инициированию вопроса введения России института многоженства. Не менее убедительна в этом плане и особая роль официального Грозного в развитии отношений с исламским миром ближнего и дальнего зарубежья. При этом отметим, утверждение Грозного как альтернативного исламского центра страны может не только привлечь сюда туристов и исследователей из-за рубежа, но этот статус может сделать официальный Грозный той же платформой, на основе которой Россия сможет строить свои отношения с арабскими и другими мусульманскими странами. Собственно, это уже и происходит. Вместе с тем, следует отметить еще один немаловажный аспект. Только Рамзан Кадыров из российских мусульман удостаивался чести принять участие в церемонии омовения Каабы. Ни до, ни после него ни один из религиозных или светских лидеров мусульман России не удостаивался этой чести. Опять же, только чеченский лидер пользуется правом почетного гостя у монархов Иордании и Саудовской Аравии. Обращаются же они к нему не иначе, как брат. Все это существенно увеличивает шансы Грозного на звание исламской столицы России. Рассмотрим всего лишь несколько эпизодов деятельности официального Грозного в развитии отношений с исламским миром. Во второй половине августа 2008 года Рамзан Кадыров совершает подряд несколько визитов на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию и Иорданию. При этом делается всего лишь один краткий перерыв, да и то для того, чтобы провести миротворческий съезд в Гудермесе, опять-таки под лозунгом «Ислам, религия, мира и созидания». Сам Конгресс в Гудермесе собрал практически всех известных деятелей исламского мира. Визиты же в Аравию и Иорданию фактически поставили Рамзана Кадырова в один ряд с лидерами мировой мусульманской уммы, монархами Саудовской Аравии и Иордании. В Москве лидер ливийской арабской джамахирии Муаммар Каддафи встречается с Рамзаном Кадыровым после своих встреч с президентом страны Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Эти и другие контакты главы Чеченской Республики с арабским миром являются знаковыми и говорят о многом. К примеру, хотя бы и все тот же приезд в Чеченскую Республику лидера Палестины Махмуда Аббаса. Тем не менее, отметим, что в ходе многочисленных визитов Рамзана Кадырова в страны Ближнего Востока и встреч с влиятельными лицами исламского мира ставится задача не только некоего мостика от России к ближневосточной политике, но и задачи практического характера. Так, одной из задач визитов Кадырова на Ближний Восток, как и исламских форумов в Грозном, является предъявление мировой мусульманской общественности новой послевоенной республики. Республики, в которой восстановлен мир, идет активное строительство, и никто не преследует мусульман за веру, как это пытаются представить лидеры экстремистов. Еще один и не менее важный момент. Не секрет, что вооруженное сопротивление с начала Второй чеченской кампании стало менее сепаратистским и более якобы религиозным. Так, свои диверсии и атаки члены НВФ в ходе второй кампании объявляют ничем иным, как частью глобального джихада, а за их спинами начинают смутно угадываться ближневосточные мусульманские сообщества, откуда исходит финансовая, военная и моральная поддержка. Встретившись с ближневосточными монархами и именитыми богословами, к примеру, таким как сирийский шейх Мухаммед Кафтару, в простой и непринужденной обстановке Кадыров лишил ваххабитов ближневосточного козыря и всяческой поддержки. Именно после этих встреч и именно Рамзан Кадыров признается ближневосточным миром лидером мусульман не только Юга России, но и страны в целом. К слову, успехи в развитии исламского диалога и налаживания мира на чеченской земле были закреплены и на встрече с представителями чеченской диаспоры в Иордании, в ходе которой Кадыров обещал всеобщую амнистию всем, чьи руки не обогрены кровью, но по тем или иным причинам вынужден скитаться за пределами родины. Эти и другие шаги молодого чеченского руководителя позволили ему в кратчайшие сроки закрепиться на внешнеполитической арене и утвердиться в исламском мире.
Однако вернемся к вопросам соперничества Казани и Грозного за право быть исламским центром России, которое наметилось в ближайшие годы. В этой связи следует отметить, что Грозный фактически уже стал исламским центром Южного федерального округа. Об этом бесспорном факте говорит как непререкаемый авторитет официального Грозного в Северо-Кавказской республике и регионах, так и постоянные консультации руководителей Духовного управления Юга России в Грозном. И самое главное – создание Координационного центра мусульман Южного федерального округа, опять же по инициативе все того же Рамзана Кадырова. Необходимо отметить и неплохую организацию развития в республике исламской медиасферы. Так, если Татарстан только задумывается о необходимости ее организации, то в Чеченской республике уже функционирует исламское телевидение, исламская типография, звукозаписывающая студия, запущена студия анимационных и документальных фильмов, проповедующих ислам, не за горами и собственная киностудия исламской ориентации. Конкуренция и довольно серьезные претензии налицо. И здесь, наверное, стоит отметить, что Рамзан Кадыров, пожалуй, является единственным северокавказским лидером, понимающим глубинность и серьезность ситуации с приверженностью горцев к исламу. Именно с этим связана его политика по якобы частичной исламизации жизни в Чеченской республике. Непреклонная борьба Кадырова с игровыми автоматами, настойчивые просьбы к женской части населения покрыть голову платками, к мужскому оставить курение и алкоголь, отстаивание многоженства, удаление клубнички с экранов и многое другое – все это не прихоть молодого чеченца во власти. Это выстраданное осознание того, что без учета глубинной приверженности и ориентации кавказского горца на требования ислама ни о каком возрождении нации говорить не приходится. Таким образом, Грозный вполне имеет все объективные предпосылки для того, чтобы в ближайшем будущем стать мусульманским центром России и составить конкуренцию Казани. И это не просто честь, но и большая ответственность. Получается, что слова президента Чеченской республики «Чечня – центр мира» не случайны. И в каком-то смысле в ближайшем будущем Грозный станет не только административным и общественно-политическим центром Чеченской республики, но и одним из важнейших российских центров религии мира. Можно с уверенностью сказать, что следующее разговение, то есть окончание месяца Рамадан, будет встречено Грозным уже в статусе исламской столицы России. Де-факто таково уже положение дел. Де-юре это закрепится, когда всем будет все понятно. Многое уже ясно, а то немногое, что осталось, будет достигнуто в ближайшие год-два. А вам, уважаемые сограждане, хочется пожелать, да благословит Аллах ваш пост и ваши благие деяния в священный месяц Рамадан. Дал марнаш обал дуэлша, хаган кадал щеда говорил. Ты ёрчхайнах каба дастак дал иман мукшалла дуэлша. Чеченская республика во всемирной паутине. Есть все-таки в этой паутине и наш сегмент. Это то, что мы, чеченские пользователи, именуем Ченетом. А вот интересно было бы узнать, что говорит о нас сеть и о чем в ней говорим мы. На этой неделе говорили о книге известного исламоведа, специалиста по Кавказу Алексея Малашенко «Рамзан Кадыров. Российский политик кавказской национальности». Говорили о том, что на Польшу обрушилась волна беженцев из Грузии, что крупнейший оператор спутниковой связи в России интернет «Радуга» наконец-то появился и в Чеченской республике, и что чеченский умелец инициировал революцию в автопроме. Уверяя, что и это не все, с чем мы хотим ознакомить вас в нашем еженедельном обзоре Ченет.Инфо. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров занимает третью позицию в рейтинге политики глазами СМИ, который опубликовало издание «Время новостей». Стремительный рост Рамзана Кадырова отмечен и в рейтинге глав регионов России по индексу информационного благоприятствования, в котором президент Чеченской республики поднялся на 74 пункта. По мнению издания, на шкалу рейтинга повлияла ситуация вокруг демонтажа в Грозном памятника первому президенту Чеченской республики Ахмату Кадырову.
По итогам рейтинга Рамзан Кадыров опережает губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко, 4 место, главу Астраханской области Александра Жилкина, 5 место, губернатора Калининградской области Георгия Бооса, 6 место и других. Отметим, что рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования СМИ по отношению к каждой политической фигуре. На этой неделе главную тему для обсуждения пользователям сетевого живого журнала подарила встреча президента Дмитрия Медведева с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Популярность у блогеров получила характеристика, которую Медведев дал президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Кадыров справляется со своими обязанностями, он хочет развития республики и многое для этого делает. Его подчас критикуют, иногда заслуженно, но в основном незаслуженно. Эту цитату привели в своих блогах больше сотни пользователей. Почти не отставал от президента по цитируемости его помощник Аркадий Дворкович. Пользователь Хасид приводит его звездное высказывание в записи под названием «Правительственный велфер». На встрече со студентами Международного университета в Москве Дворкович рассказал о том, что в Минэкономразвития России наняли специального человека, который выключает свет в пустующих кабинетах и залах. Платите зарплату этому человеку эффективнее, чем просто жечь свет, как было раньше, объяснил Дворкович. Известное лицо кавказской национальности. Так называется материал, опубликованный журналистом Максимом Артемьевым в электронной версии независимой газеты. Публикация рассказывает о книге известного исламоведа, специалиста по Кавказу и Чеченской Республике Алексея Малашенко «Рамзан Кадыров. Российский политик кавказской национальности». Автор материала отмечает, что Малашенко удалось собрать немалый фактический материал, показывающий обстоятельства прихода Кадырова к власти. Он дает любопытное осмысление этого процесса и показывает тот сложный фон, на котором развертывается деятельность его героя. О молодых людях, лишь недавно переваливших 30-летний рубеж, пишут книги обычно в том случае, если они звезды эстрады или спортсмены. О 30-летних политиках книги выходят крайне редко. Но Рамзан Кадыров – особый случай. Рамзан – продолжатель начатого Ахматом Кадыровым, и фундамент его успеха заложен родителям, отмечает автор книги. Медиагруппа АМВ на этой неделе запустила новый сервис – вайнахский почтовый хостинг Ваймайл. Теперь вайнахские пользователи сети могут отправить электронную почту с фирменным вайнахским колоритом. Для пользователей доступны несколько версий адресов почтового ящика: имя @vaymail.ru, имя @kihat.ru, имя @noh.ru, имя @vedeno.net. Для получения нового и оригинального почтового ящика необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте и стать регулярным пользователем электронного сервиса группы. Эта новость, конечно, не из разряда сенсационных, но довольно приятная и неординарная, сообщают админы электронного издания. Крупнейший оператор спутниковой связи в России «Интернет-Радуга» теперь и в Чеченской Республике. Воспользовавшись услугами компании, вы можете оставаться спокойным за качество и надежность сервиса. Об этом сообщает ресурс «Спутниковый интернет». Есть несколько уважительных причин, почему так выгодно пользоваться именно этим сервисом, сообщает админ ресурса. Первое и самое главное – это качество предоставляемых услуг. Легко оплачивать свой счет, достаточно подойти к любому терминалу по приему платежей и порт или обычный автомат по приему платежей, выбрать провайдера «Интернет-Радуга» и оплатить счет. Зачисление происходит за несколько минут. Пополнять свой счет вы можете без ограничений. Единственное ограничение – минимум 10 рублей. Это очень удобно. Даже более того, еще выгоднее будет, если зарегистрироваться у региональных дилеров системы ePort или ОСМП и пополнять свой счет самому без комиссионных. Киноконцерн «Мосфильм» намерен подписать со студией «Чеченфильм» партнерское соглашение, в рамках которого московские специалисты будут оказывать содействие чеченским коллегам в организации национального кинопроизводства. Об этом на неделе сообщили ряд электронных изданий. По словам руководителя республиканской студии «Чеченфильм», созданной при поддержке президента Рамзана Кадырова, будет снимать фильмы, используя техническую базу Мосфильма. Кроме Кадырова, в попечительский совет студии входят глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, народный артист СССР Иосиф Кобзон, президент Российской академии художеств Зураб Церетели и другие деятели культуры, передает Лента.ру. Очень важно, что на Северном Кавказе появится своя киностудия. Они никогда не участвовали в киножизни страны,
а теперь у них появится свой голос, подчеркнул Шахназаров, комментируя соглашение. Сообщается, что у чеченских кинематографистов обширные планы по налаживанию своего кинопроизводства. Во все времена военное дело считалось исключительно мужским занятием, но в истории чеченского народа есть факты героических подвигов, совершенных и представительницами прекрасного пола, отмечает сетевое издание ГТРК о войнах. Публикация на сайте компании рассказывает о том, что вблизи селения Симсир есть местечко Хашна-Ирзе, об истории которого знает каждый житель села. Здесь, в бою, который разгорелся сотни лет назад, участвовала девушка, дочь Эвлия Гази Хаджи. 17-летняя Тая плечом к плечу со своим братом имамом Алибек Хаджи боролась против бесчинств, чинимых царскими солдатами. К могиле бесстрашной героини, которая похоронена в лесу на месте гибели у подножия горы Дури, каждый год в день рождения девушки устраивают экскурсии местные школьники. Подвиг чеченских женщин, которые ради спасения чести и вековых традиций своего народа не пожалели своих жизней, и стал одним из поводов для утверждения в республике Дня чеченской женщины, отмечает автор публикации. Чеченский изобретатель Муса Али Султанов совершил революцию на авторынке. Об этом сообщает информагентство «Грозный Информ». Последние 15 лет Муса проживал в Турции, но после получения патента на свой ноу-хау вернулся на родину, чтобы открыть производство чудо-шин, внеся вклад в развитие чеченской экономики. По словам Мусы, принцип его изобретения очень прост. Берется изношенная автошина и обрабатывается по спецтехнологии. Затем со второй покрышки срезается верхний протектор и накладывается на первую. Получается двойной слой. Плюсы от такого новшества налицо. Во-первых, при использовании старых покрышек решается проблема экологии. Во-вторых, улучшаются технические характеристики колеса, повышается износостойкость. Наезжая на острые предметы, шина амортизирует и не происходит прокола. Снижается уровень шума. Автомобиль становится легче в управлении. Кроме того, покрышка дешевая, сообщает издание. На Польшу обрушилась волна беженцев из Грузии. Об этом сообщает сетевой ресурс польского радио. По словам авторов материала, ежедневно около 100 человек просят о предоставлении им политического убежища на польско-белорусском погранпереходе в Тирасполе. Сообщается о том, что ситуация накалилась в последние месяцы, когда грузины стали массово прибывать в Польшу через Брест. По словам представителя управления по делам иностранцев Эвы Пехоты, эмигрантов из Грузии сейчас уже значительно больше, чем из Чеченской Республики. Так, согласно данным Управления по делам иностранцев, с мая по август этого года у польских властей убежище попросили более 3000 граждан Грузии. Для сравнения, с 2000 по 2008 годы с такой просьбой обратились только 400 человек. По словам Пехоты, среди граждан Грузии, прибывающих в Польшу, 90% составляют курды. В основном это люди от 18 до 65 лет, часто малообразованные, иногда даже неграмотные. Семье Исрапиловых приходится жить между улицей и гостиницами. Они винят в этом коррумпированных служащих организаций, ответственной за размещение беженцев, и уже обратились в суд, сообщает французское издание «Либерасьон». Семья утверждает, что несколько работников координационного центра приема семей беженцев требовали с них взятки за ускорение рассмотрения их дел. Расценки таковы: от 2000 до 1500 евро за место в центре приема беженцев, от 600 до 1000 евро за предоставление жилья в Иль-де-Франс, 2000 евро за жилье в Париже и от 300 до 600 евро за то, чтобы семью поселили вместе, а не раскидали по разным местам. Исрапилова – это одна из тех чеченских семей, которые обвиняют в недобросовестности французских чиновников. Исрапилов утверждает, что его жена и 3 детей прибыли из Польши в Страсбург на такси за 1200 евро. После нескольких ночей на улице Исрапиловой появились в Либерасьон. Единственным выходом для них остается звонить каждый день на номер экстренной помощи для бездомных, чтобы найти временное жилье. Женщины созданы дарить миру красоту, тепло и нежность. Считается, что они влияют на окружающую среду, на нас через жизнь, через чувства, через эмоции и доброту. Они мягкие, ранимые и действуют на людей через сердца. Тенденция усиления роли женщин в политике и искусстве, в науке в последнее время становится нормой, становится даже неким символом времени. Уже вне всякого сомнения, что такие тенденции наблюдаются и в чеченском обществе. К примеру, среди чеченских женщин немало добившихся больших и ярких успехов в политике, в сферах культуры, образования, а также немало женщин, которые могут и даже являются примером для подражания.
Какая она, роль чеченской женщины в развитии нашего общества? Об этом и не только размышляет Магомед Нухаев в еженедельной рубрике «Тема инфо». Однажды у пророка Магомеда спросили, кто является самым дорогим человеком. Пророк ответил, что мать. С тех пор, по легенде, женщина имеет особую значимость в мусульманском мире, и неважно, кто она, мать, сестра, жена или сноха. С раннего детства в чеченской семье к дочери относятся бережно и с особым теплом. Отец и братья оберегают ее от всех невзгод. До определенного возраста выполняются все ее желания и не замечают даже капризов. Параллельно мать учит дочь быть чистоплотной, богобоязненной и отзывчивой. Чеченцы издавна боготворили прекрасную половину человечества. Во все времена женщина была хозяйкой и украшением в доме. Она несла людям жизнь, мир и покой. Ряд традиций, связанных с женщинами в чеченской семье, до сих пор помнят и чтят в наши дни. Но, пожалуй, самый запоминающийся из них, когда две кровные стороны шли на конфликт и бились не на жизнь, а на смерть. Остановить их могла только женщина, бросив между ними белый платок, снятый с головы. После этого ссора мгновенно прекращалась, какой бы кровной она ни была. Если конфликт происходит на свадьбе, то невесте дают в руки зеркало, в котором она показывает враждующим отражение их озлобленных лиц. Соответственно, после такого ссора моментально сходит на нет. Чеченский народ имеет трудную историю и тяжелую судьбу, но, несмотря на это, чеченка всегда брала на себя в равной степени с мужчиной ответственность за происходящее. حالك موخلة زودي جور كيرتي غيش دون موخلة بقى جور أتكلم دي صار بوز ده وش كله بوه على بوه حدا كذا كذا جور كيرتي غيش دون دكو دون دوتشن دون مسكوشاتش دكو دون همش دون ملج أو دون ديرم لازم بيش كله إيش دون على دون هينز دون شغل إيش كاسب بيكون على غير شف أو دون كذا شندير دون يويتن سميث الخائج شو اللي وعنا يسكوت هيو خلر هدو يكاجر خلر هدو سندان حياة زعب زود شو يكون بلا بفيلو من خلر هدو سنة ده لا شيء نحشو يول ده الله يرسل مش ده يرسل يا حش نحشو يول Президент страны Дмитрий Медведев сразу же после своего избрания заявил, что правовой нигилизм является одной из острейших проблем развития России. Среди субъектов гражданского общества особое место занимают женщины, гражданки, избирательницы, налогоплательщицы, активистки женских организаций и движений. Для России, где доля женского населения существенно повышает мужскую и имеет тенденцию к увеличению, социальный статус и общественная роль женщин представляется актуальной вдвойне. Масса исследований свидетельствует, что участие женщин в управлении на всех уровнях стабилизирует страну. Оптимально, чтобы женщины составляли 30-40% в структурах власти, тогда общество развивается более стабильно. Оно социально ориентировано, однако в Чеченской Республике женщины идут в политику неохотно. Тем не менее, сегодня нельзя не отметить, что в современном чеченском обществе женщина не утратила свою значимость. Сегодня женщина работает в каждом ведомстве. Высокий процент женщин трудится на благо республики в государственных учреждениях, в том числе правительстве и парламенте республики. К слову, в депутатском корпусе парламента успешно работают две женщины-депутатки. Это Вера Дерябина и Малика Итиева, являющиеся членом комитета по вопросам промышленности, энергетики, транспорта и связи. За их плечами огромный стаж работы и многолетний труд во благо республики. Другая современница Билкайс Байдаева, пожалуй, это единственная женщина в Чеченской Республике, достигшая серьезных профессиональных результатов. И произошло это скорее вопреки, чем благодаря обстоятельствам. Она стала
первой в истории чеченской политики вице-премьером республики. Сегодня она успешно возглавляет региональное отделение Фонда социального страхования. Нельзя обойти и имя Аймани Кадыровой, которая на протяжении 5 последних лет стоит во главе общественного регионального фонда имени Героя России Ахмада Кадырова. Ежегодно на ее имя поступает около 100 писем с просьбой о помощи, и ни одно из них не остается без должного внимания. 5 сентября избирательная комиссия Чеченской Республики завершила регистрацию кандидатов, участвующих на предстоящих 11 октября муниципальных выборах. Из общего числа свыше 4000 зарегистрированных кандидатов участвовать в выборах намерены 603 женщины. В данном контексте невольно вспоминается изречение, произнесенное некогда грузинским писателем нахского происхождения: «Чеченская женщина свободнее всех женщин и поэтому честнее всех». زود سخلت دانه تعتقي تعقد من داخل دول ستيل دانه ادمي داخل خلص دانه ادمي داخل عدح دان بير دق من دا عدح بيز من شمخيش بصوا اول وين شايجي زودو سند زود الحامي ودين الحكومه خليش يسلام. Женщина создана дарить красоту миру, она должна влиять на жизнь людей через чувства, через искусство. Они мягкие и действуют на людей через сердце. Тенденция усиления роли женщин в политике ныне постепенно становится символом времени. Все современные развитые государства переходят к новым современным функциям государства в связи с ростом требования населения к качеству жизни и переходом общества к новой ступени своего развития. Современный тип развития общества предъявляет существенные более высокие требования к производству и развитию человеческого капитала, что в свою очередь перераспределяет привычные функции государства с традиционных, связанных в основном с репрессивными функциями, в сторону современных. С чем же связаны эти современные функции? Прежде всего с политикой государства в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, наука. Женщины вряд ли будут вести абсурдные войны за ресурсы, скорее наоборот, они склонны избегать вооруженных конфликтов. Женщины у власти склонны к целесообразности вместо воплощения пустых и непонятных лозунгов. Среди чеченских женщин немало добившихся больших успехов в политике, в сферах культуры, образования, которые могут быть примером для подражания. دوين ماتش كلا واش ماتش ريسان دائما بوصل دنج أخلدو ويماش لعونه ويماش كلاد شو كان ريسان دائما دعنا شيء ماش بول مش أخلدو هينت ماتش كلا وي حقول لي دعنا حيش يلا كنا يلا يسمع أعلى ولا شيء تسجع تدري دوخر شامبوش غاسكي دعنا مسكوا دوخر مسكوا سما مسكوا دعنا سنتر دعنا ورسي دعنا يا بيل دوخر كاشولا دوخر إز خدوش دوخر كده بتسوق شيش تعتاني جوة على شو تبير يعني كانسر شو وين إز حضور فدري كده ستوب مega that's way. Уже завтра, наряду с мусульманским праздником Ураза Байрам, в республике впервые пройдет празднование Дня чеченской женщины. Этот праздник, согласно указу президента Чеченской республики Рамзана Кадырова, будет отмечаться впредь каждое 3-е воскресенье сентября. В будущем он должен стать таким же значимым и неповторимым, как 8 марта для всех представительниц прекрасного пола республики. Для празднования этого дня месяц сентябрь был выбран не случайно. Именно в сентябре, почти 200 лет назад, чеченские женщины из аула Дади-Юрт проявили небывалую смелость и самопожертвование. В годы Кавказской войны по приказу Ермолова царские войска напали на мирное чеченское село Дади-Юрт, которое славилось храбростью и трудолюбием его жителей. Покорение Дади-Юрта стало бы устрашающим фактором для всех остальных, проживавших тогда на чеченской земле. Но захватчики не учли, что наряду с мужеством кавказских мужчин небывалую храбрость проявят представительницы слабого пола. Военных поразила и восхитила отвага чеченских женщин. Бесстрашные воительницы во время боя не только перевязывали раны и подносили мужчинам боеприпасы, но и своими песнями вдохновляли защитников села. Когда же закончились оружейные боеприпасы, женщины наравне с мужчинами бросались в бой с кинжалами на солдат и умирали на штыках. Тем не менее, численность врага сделала свое черное дело. Село было взято после многочасового и кровопролитного боя. В плену захватчиков оказались 46 молодых девушек. Во время переправы через Терек, не желая переносить унижение и надругательство в плену, они бросились в бурную реку, хватая и унося с собой своих конвоиров. Позору в этой жизни они предпочли смерть.
Узнав об очередных зверствах своих подопечных, император Александр I открыто выразил свое недовольство и рекомендовал водворить спокойствие на Кавказской линии дружелюбием и ласковым снисхождением. Доку дик ава пожду мано бим бавай терриш кейтери зриш кейтери виш хинс кидавай до она только создать процесс. Но и ночью ва эти сочували бу мыслить о ночью ва эти. А он хашхоч эти он хочет на кейтери спросил так воюющий миллион. Сунде вай ночью а уж дендацкий вай ночью да мы аж дистрибут. История Чеченской Республики до сих пор остается малоизученной. Именно поэтому эта рубрика задумана как обзор ключевых событий чеченской истории, определивших ее дальнейшее развитие. Сверимся по времени и проинспектируем эти события. Итак, хронология памятных дат второй половины сентября в «Зеркале времени» в нашей постоянной рубрике «Хронограф инфо». Спустя 10 лет после покорения Кавказа и окончания Кавказской войны 30 сентября 1869 года в Терской области вводится управление на основании общего губернского учреждения. Чуть ранее, в 1860 году, Кавказская линия была разделена на Кубанскую и Терскую области. Управление здесь передавалось областным начальникам, которые были одновременно и командующими войсками. Уже 29 мая 1862 года выходит положение об управлении Терской областью, которым определяется порядок и устройство Терской области. А в 1869 году упраздняется и должность наказного атамана. В гражданском же отношении область, не исключая и войсковой территории, делится на 7 округов: Владикавказский, Грозненский, Веденский, Кизлярский, Начикский, Аргунский, Хасавюртовский и Георгиевский. Округа, в свою очередь, делится на 12 участков. Для военного же управления войском в следующем 1870 году учреждаются должности атаманов отделов. 18 сентября 1885 года в селении Старый Атагей родился известный чеченский композитор Абдулмуслим Магомаев. Магомаев своим талантом значительно опережал время и был запрограммирован на симфоническую музыку, на произведение больших форм. В Чечне в начале прошлого века это творчество не могло быть востребовано, и поэтому он нашел свою судьбу в Азербайджане. Именно поэтому он и считается классиком и основоположником азербайджанской музыкальной культуры. Абдулмуслиму Магомаеву принадлежат известные оперы «Шах Исмаил» и «Наргиз», которые десятки лет не сходят со сцены оперных театров. Им также создан ряд популярных симфонических произведений на азербайджанском материале. Однако творческое наследие Магомаева свидетельствует и о том, что и чеченские мотивы всегда звучали в его душе. Именно ими вдохновлены его симфонические произведения, как «Чеченская пляска» и «Песни и танцы Чечни». Умер Магомаев от скоротечной чахотки в 1937 году. 21 сентября 1889 года в Ведено родился первый профессиональный чеченский журналист и публицист Ибрагимбек Саракаев. После окончания Владикавказского реального училища юноша, чувствовавший неодолимую тягу к литературе, в 1902 году уехал в Тифлис, где он и устроился в популярный журнал «Кавказ». Именно в этом журнале появились первые статьи, рассказы и очерки молодого писателя. С 1911 по 1914 годы Ибрагимбеком написано более 30 материалов, которые затрагивались национальные и земельные вопросы Чечни, проблемы развития образования и культуры. В этих материалах писатель открыто критикует власти за беззаконие и произвол. В 1913 и 1914 годах во Владикавказе были изданы первые крупные работы Ибрагимбека Саракаева, художественно-документальные книги по трущобам Чечни и «Чечня и пленение Шамиля». Ибрагимбек Саракаев закончил свой жизненный путь там же, где и начал. Похоронен писатель в родном селе Ведено. 13 сентября 1913 года в неравном единоборстве с карателями убит известный чеченский абрек Зелимхан Харачоевский. Каратели Дагестанского конного полка под командой поручика Кибирова на хуторе в Лейшале окружили дом, в котором находился тяжелобольной абрек. Получив предательский выстрел в спину, Зелимхан долго отстреливался, тяжело ранил Кибирова и несколько всадников карательного отряда, однако был убит в ходе длительной перестрелки. За образом абрека Зелимхана утвердилась слава благородного и благочестивого Роберта
Робина Гуда. За его голову царская администрация назначила большую награду, которая росла на протяжении 13 лет, пока Делимхан был неуловим. Целый ряд аулов были обложены большими штрафами за укрывательство обрека, несколько селений пострадало от карательной экспедиции, но никто из крестьян Делимхана так и не выдал. Только лишь в 1913 году нашелся предатель, который за крупное вознаграждение сообщил властям о его местонахождении. 11 сентября 1919 года в бою у селения Воздвиженское погиб командир Чеченской Красной Армии, нарком Терской Советской Республики Асамбек Шарипов. Асамбек Шарипов, имя с которым в Чечне ассоциируется эпоха революционных потрясений начала 20 века. Идеи большевистской революции 1917 года увлекли молодого чеченца, выходца из простой горской семьи. Его политическая карьера началась в сельском народном совете. В феврале 1918 года он в качестве делегата от Чечни участвовал в работе второго съезда народов Терека, где лично познакомился с Кировым. На этом же съезде Шарипов избирается членом Терского народного совета, а позже комиссаром по делам национальности Терской республики. С этого момента Шарипов убежденный сторонник и лидер движения за признание и упрочнение советской власти в Чечне. Асамбек Шарипов оставил себе память как о талантливом политике, мужественном воине, патриоте и интернационалисте. В сентябре 1920 года регулярными частями Красной Армии в горах Чечни, Ингушетии и Дагестана подавлено всеобщее вооруженное восстание против советской власти под руководством внука имама Шамиля Сайдбека и Нажмуддина Гацинского. Восстание вспыхнуло в августе 1920 года и длилось ровно 1 год. Однако вскоре, уже после подавления первого выступления, в апреле 1924 года в высокогорном селении Нижалой Шатоевского округа прошел съезд руководителей вооруженных антисоветских групп. На съезде собралось около 100 человек. Там же на съезде было оглашено письмо Сайдбека Шамиля, который сам в это время находился уже за рубежом. В послании говорилось о скором приезде внука Шамиля, о получении партии оружия и о крупной денежной помощи восставшим. Съезд прошел под лозунгом «Советы должны уйти за Дон». Восстание Нажмуддина Гацинского длилось недолго. Уже к октябрю 1925 года он был арестован и приговорен к высшей мере наказания. Индустриальное строительство и нефтепереработка, которая развернулась на Северном Кавказе с начала 20-х годов, требовали более четкого и оперативного управления междугородными сообщениями. Вследствие этого 1 сентября 1928 года в Грозном была открыта первая междугородная телефонная станция. Аппаратура была очень громоздкая и неудобная, а о качестве связи говорить и вовсе не приходилось. Слышимость была очень плохой, поскольку никакой усилительной аппаратуры не существовало. В основном использовались телефонные аппараты производства завода «Красная Заря», выпуск которых был налажен примерно в это же время. Первоначально станции помещались в небольшом доме, в котором располагалась городская телефонная станция. Ее оборудование тогда составляло всего лишь несколько ручных коммутаторов. Первая автоматическая телефонная станция в России емкостью 6000 номеров была сдана эксплуатацию в Ростове-на-Дону в 1929 году. В сентябре 1975 года в Грозном вошел в строй первый троллейбусный маршрут, однако в целом троллейбусное движение в Грозном было открыто лишь в декабре этого же года, через 43 года после запуска трамвая. Отличие от трамвая, основной задачей троллейбусного автопарка было обслуживание промышленных объектов города, включая крупнейшее предприятие Грозного, нефтеперерабатывающий завод имени Шарипова. Троллейбус был в большей степени сконцентрирован на обслуживании жилых микрорайонов на востоке и юге-востоке города. Запуск троллейбуса был начат с маршрута номер 1, соединявшего центр города, вокзал, и группу из 4 новых микрорайонов Засунжи. На маршруте первоначально работало всего 9 машин, затем появился маршрут номер 2, проложенный от железнодорожного вокзала до площади Дружбы. Дальнейший маршрут был продлен от одного из градообразующих предприятий «Энергоприбор», расположенного на значительном удалении от центра города по Старопромысловскому шоссе. 15 сентября 1991 года в Назране чрезвычайный съезд депутатов Ингушетии всех уровней провозгласил Ингушскую республику в составе РСФСР. Этому событию предшествовал разгон Верховного Совета Чечено-Ингушской республики и объявление исполкомом ОКЧН 4 сентября после многодневного митинга в Грозном о низложении Верховного Совета. 6 сентября здание, в котором проходило заседание Верховного Совета, было захвачено митингующими. Председатель Верховного Совета Завгаев подал в отставку. 7 сентября создается
Временный Высший Совет Чечено-Ингушской Республики. Однако уже 17 сентября 1991 года, после объявления Ингушской Республики, исполком МКЧН отстраняет Временный Совет и берет на себя функции организатора проведения выборов президента и парламента республики. Выборы назначаются на 27 октября. Сторонники сохранения Чечено-Ингушской Республики требовали проведения выборов в Верховный Совет на месяц позднее, 27 ноября. 29 сентября 1999 года федеральные войска пришли к границу с Чечней и начали боевые действия на территории Чеченской Республики и приграничных регионов Северного Кавказа. Ввод войск в Чеченскую Республику спровоцировало массированное вторжение 7 августа 1999 года боевиков Дагестан под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Ядро группировки боевиков составляли иностранные наемники и бойцы так называемой Исламской международной миротворческой бригады. Учитывая неспособность Масхадова контролировать ситуацию, российским руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории республики. Так началась Вторая Чеченская война, которая официально называлась контртеррористической операцией. Активная фаза боевых действий продолжалась год. Затем, по мере установления контроля федеральных сил на территории республики, переросла в тлеющий конфликт. С 0 часов 0 минут 16 апреля 2009 года режим контртеррористической операции Чеченской Республики отменен. Она проработала в Государственной филармонии 35 лет. Ее влияние на становление чеченской эстрады трудно переоценить. В сердцах чеченцев она осталась вечной, неувядающей, неповторимой, прожившей долгую, сложную и очень интересную жизнь. Ее голос был голосом Родины для тех, кто слышал ее, находясь в изгнании. Для более позднего поколения ее голос стал голосом из юности их родителей, соединившихся с молодостью. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о выдающейся чеченской исполнительнице Мариам Айдамировой, чеченской Эдит Пиаф. Той самой Мариам, которая царствовала на чеченской сцене почти полвека. Мариам Айдамирова. Великая женщина, женщина без возраста. Она царствовала на сцене так долго, что легендарный нестареющий Махмуд подшучивал над ней своей знаменитой землячкой, объездившейся с ним немало стран, что сам Пушкин в свое время посвящал ей стихи и цитировал: «То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». И как дитя она всерьез обижалась на все, что намекало на груз неотвратимо надвигающихся лет. Ее называли Эдит Пиаф, как и голос знаменитой француженки, голос Мариам Айдамировой давал людям в годы депортации надежду на спасение. Но Эдит Пиаф повезло, она не была дочерью опального народа и не была первой. Родилась Мариам в 1924, по другим данным, в 1922 году в селении Вино-Юрт Натеречного района. О Мариам известно, что она была единственным ребенком в семье. Характер живой, общительный. Петь начала еще в детстве, на концертах школьной художественной самодеятельности. Уже в 5 классе талантливая девочка участвовала в конкурсе одаренных детей в Пятигорске. Это было первое серьезное выступление Мариам. Начало творческой жизни певицы совпало с трудным периодом становления национальной культуры. Девушке не хватало профессионализма, но как она была одарена Богом. И этот дар, умноженный на искренность и бесконечную любовь к музыке, подарил чеченской эстраде народную любимицу Мариам Айдамирову. Свою творческую деятельность Мариам начинала в многопрофильном коллективе, в состав которого входили артисты театра, певцы, танцоры. Это было тяжелое время депортации чеченского народа. Комплексная концертная бригада ездила по районам, устраивая небольшие представления для тружеников села. Как певица, Мариам одна из первых получила разрешение выезжать за пределы района. Она выступала в Чимкнете, Талды-Кургане, Караганде. Нетрудно представить, что чувствовали спецпереселенцы во время выступления Мариам Айдамировой. Ее песни прерывали рыдания ее земляков. Она пела на чеченском, казахском, киргизском, узбекском, армянском и осетинском языках. Мало кто из зрителей знал, что в горле молодой певицы застрял крик об отнятой родине, брошенных домах, голоде и холоде в землянках изгнанников. Как она могла сдерживать этот крик? Спрашивал ее кто-нибудь об этом. И когда в одном из сельских клубов старик-чеченец попросил девушку спеть песню о родине, могла ли она отказать ему?
Она спела песню из спектакля «Было» о тоске по родному дому. После концерта преступница была задержана, и если бы не друзья певицы, неизвестно, как сложилась бы судьба девушки. Немалых усилий стоило им выручить ее. Комендант района, приютивший Марьям после смерти ее матери, сделал запрос в Грозный в театр, где ставился этот спектакль, и после того, как было подтверждено, что песня, исполненная певицей, действительно из спектакля «Было» по одноименной повести Лермонтова, Марьям освободили из-под стражи. Талантливая певица вскоре была замечена руководством Казахского оперного театра. Ее пригласили в концертную бригаду. В 1956 году под конец ссылки в Алма-Ате был объявлен набор артистов в чечено-ингушский ансамбль песни и танца. Марьям выдержала испытания, но ей было поставлено условие. Певица должна была поступить в музыкальное училище. Марьям вернулась на родину. Она проработала в Государственной филармонии 35 лет. Ее влияние на становление чеченской эстрады трудно переоценить. В сердцах чеченцев она осталась вечной, неувядающей, неповторимой Марьям Айдамировой, прожившую долгую, сложную и очень интересную жизнь. Ее голос был голосом Родины для тех, кто слышал ее, находясь в изгнании. Для более позднего поколения ее голос стал голосом из юности их родителей, соединившейся с их молодостью. Сама же Марьям приехала в Чечню, вобрав в свой голос всю ширь безбрежных казахских степей и силу казахских народных песен, которые она исполняла не реже своих чеченских. На родине ее популярность достигла невиданных масштабов. Марьям объездила 20 стран мира. Царственная осанка, яркая внешность, необычная манера исполнения пленяли всех, кто хоть однажды видел ее. Она не стала обладательницей особых званий. Звания нужны тем, кому больше нечего предъявить слушателю. Сцена. Не Марьям была рождена для сцены, а сцена будто бы создана специально для Марьям. Она была совестью этой сцены. Как она выходила на нее. Ее голос, презиравший микрофон, несся из-за кулис и, разрывая воздух с тесных подмостков, вырвался и в переполненный зал, наполняя и увлекая за собой души слушателей, уже находившиеся в его власти. И когда зрители под гипнозом этого божественного голоса становились единым целым, когда уже не было всех и каждого, а был единый слух и стремленный к ней, идущий к ним, к певице появилась она. С высоко поднятой головой, всегда безупречно причесанная, стильная, элегантная, она шла за своим голосом, как королева. Орлиный профиль ее подчеркивал и усиливал эту царственную стать. Ее голос то завораживал, то обаюкивал, то пробуждал все лучшее, что может быть в человеке. Это не была песня в традиционном ее понимании, она рассказывала песню в сопровождении мелодии. Ни тяжелый аккордеон в руках, ни перенесенная позже тяжелая операция, ничто не мешало ей вспорхнуть птицей и с необыкновенной легкостью пуститься в пляс под собственный аккомпанемент. Танцевать с ней лезгинку было большим испытанием для мужчин, не выдерживавших заданного ею ритма. Даже на 8-м десятке лет она кружилась в танце, набирая обороты, так долго, что дух захватывала. Не у нее, у зрителей. И в тот момент, когда не было сил уже наблюдать за этим стремительным фуэте, она резко останавливалась и, выпрямив гибкий стан, абсолютно спокойно прощалась, как положено, с партнером, аплодируя ему легким прикосновением рук. Марьям Айдамирова познала женское счастье. Она стала матерью 3 детей. Привыкшая к боли, сердце выдержало, даже когда во время землетрясения в Ташкенте погиб ее муж. Младшему сыну Алику было всего год. Ей надо было жить ради детей, и она сделала все, чтобы смягчить детям эту потерю. Народная певица Чечено-Ингушетии, она всегда оставалась верной своему народу. Своим присутствием на концертах она поддерживала начинающих талантливых певиц сильными фольклорными голосами и искренне признавалась, что чувствует ком в горле, глядя на них, молодых и красивых, напоминающих как беспощадное время. Она любила жизнь, беспощадная к себе, она не оглядывалась назад. Ей, избраннице Бога, достаточно было просто нести его дар людям. Не потому ли ее голос так проникал нам в душу, всем, каждому? Ее нельзя было застать врасплох. Никогда. Ее дом был открыт для всех. Она встречала своих гостей так, как встречала на сцене, с безупречной внешностью, с улыбкой, несколько смущенной, но щедрой, с любовью. Зная, что обречена, она не потеряла интереса к ней. От ее хрупкой фигуры исходила такая сила, а ее глаза искрылись такой страстью к жизни, что все слухи о ее личной трагедии казались злой шуткой. Испытания, выпавшие на долю этой сильной женщины, не прошли для нее бесследно. Марьям тяжело заболела. Никто никогда не слышал ее жалоб.
Превозмогая боль, народная певица Марьям Айдамирова выступала до последнего дня. Она не позволяла взять себя под руку, а тем более помочь нести тяжелый аккордеон. Она знала большие сцены и маленькие, прославленные и не очень. Она объездила с концертами немало стран, но до последнего дня выходила на импровизированные сцены в каждом селе своей республики, которую она бесконечно любила и без которой не мыслила свою жизнь. Легенда чеченской эстрады Марьям Айдамирова покинула этот мир за 2 года до начала боевых действий на ее родине 2 ноября 1992 года. Всевышний избавил ее сердце от нестерпимой боли, только от одной видеть агонию Чечни. Другие тяготы она мужественно сносила, пока самая страшная из них – болезнь не лишила ее жизни. А потом была война и время других песен, которые умирали, едва появившись на свет. Говорят, талантливые люди талантливы во всем. Марьям Айдамирова прекрасно рисовала. У нее был альбом, в котором она хранила свои рисунки. Но война, к великому сожалению, уничтожила архив певицы. Загорели записи ее песен, документальный фильм о Марьям, ее концертные костюмы сгорели в музее. Между тем выросло целое поколение чеченцев, которым это имя ни о чем не говорит. Но само творчество Марьям Айдамировой бессмертно, как бессмертна память о ней. Наверное, подобного феномена в чеченской эстраде не было и уже не будет. Как не будет второго Махмуда Эсамбаева. Не случайно эти две жемчужины чеченской культуры учились в одной школе. Вместе начинали творческую деятельность в нелегкое время. Да, вот что значит настоящий талант. Жаль, конечно, что с нами нет Марьям Айдамировой, но мы будем помнить ее всегда. Ну а у нас на этом все. С вами был Валид Гинаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. До новых встреч.